С начала 2018 года жителям Сосногорского района Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми было предоставлено 9 государственных жилищных сертификатов для переселения из районов Крайнего Севера. Обладательницей одного из таких стала Людмила Филатова. В свою очередь, женщина ждала 4 года. И уже на этой неделе получила сертификат из рук исполняющего обязанности главы Сосногорского района Сергея Дегтяренко. Как говорит Людмила, переехать собирается в Кировскую область, так как именно там подходящий для нее климат. Я очень рада, что этот сертификат получен. И, безусловно, я всех благодарю. Благодарю в первую очередь правительство Республики Коми за ту программу, которая разработана и которая реализовывается в жизни не на словах, а на деле. И я знаю, в моем окружении есть еще много людей, которые нуждаются в такой поддержке, потому что инвалидность – это серьезное испытание для человека. И благодаря такой поддержке человек может с ней бороться, справляться и жить дальше. Спасибо большое всем. Ежегодно по данной программе переезжают тысячи россиян. Право на получение сертификата на переселение имеют граждане, живущие в районах Крайнего Севера с января 1992 года и имеющие здесь же стаж работы не менее 15 лет. Также такую услугу можно получить, если гражданин не имеет других жилых помещений на территории России. Всего на эту программу в Сосногорский район было выделено около 15 миллионов рублей. Жилищные сертификаты получили жители поселков Малая Пера, Ирайоль, Вайвож, Канашьоль, Нижний Одес и станции Нибель. Минпром Коми продолжает вести работу по совершенствованию автобусного и железнодорожного сообщений между Сосногорском, Ухтой и Троицко-Печорском. Напомним, в прошлом году были проведены масштабные общественные слушания, по итогам которых был запущен ежедневный автобус. Он выходит утром из Троицко-Печорска, а во второй половине дня идет обратным рейсом из Ухты. При этом с 3 до 2 в неделю было сокращено количество железнодорожных рейсов. За год эта схема была опробована. Схема, в общем-то, достаточно себя оправдала, потому что есть возможность на регулярном автобусе ездить и пользоваться льготным категориям граждан по социальным проездным билетам. На сегодняшний день предлагается запуск встречного, так называемого оборотного рейса. Сейчас у нас утренний рейс из Троицко-Печорска в Ухту едет, и, соответственно, организовать встречный рейс также из Ухты в Троицко-Печорск. С изменением железнодорожного сообщения. Востребованность железнодорожного сообщения достаточно низкая. На сегодняшний момент у нас по статистике это еще уменьшилось почти на 15-20% с уровня прошлого года. Сейчас по железной дороге в этом направлении ходит пригородный вагон 2 раза в неделю. Минпром предлагает в связи с низким пассажиропотоком отказаться от него совсем и предоставить возможность гражданам воспользоваться автобусами. Исполняющий обязанности главы района Сергей Дегтяренко отметил, что этот автобусный маршрут очень значим для жителей Верхнеижемского и Вайвожа, поэтому запуск встречного рейса может решить ряд проблем местных жителей. Однако надо детально проработать расписание маршрута, чтобы оно было максимально удобным для граждан, выезжающих не только в Ухту, но и в Сосногорск. Сергей Дегтяренко поручил управлению ЖКХ и администрации городского поселения Вайвож собрать предложения от жителей поселков по этому вопросу. Представитель Минпрома с этим предложением согласился. 11 октября этого года свое действие прекратил договор управления компании «Лидер» по 11 многоквартирным домам. Это дома по улицам Оплеснина, Первомайская, Комсомольская и Горького. Соответственно, вывоз отходов с контейнерных площадок этих домов приостановлен. В связи с этим управление жилищно-коммунального хозяйства обращает внимание жителей, что вопрос о вывозе твердых коммунальных отходов им необходимо теперь решать самостоятельно. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации отсутствие управляющей компании не освобождает жильцов от бремени ответственности за организацию вывоза мусора. Жители должны инициировать заключение договора на регулярную уборку бытового мусора, а эта услуга должна своевременно оплачиваться каждым собственником. Договоры на вывоз мусора можно заключить напрямую со специализированной организацией. Управление ЖКХ готово дать консультацию, куда и как обращаться. Например, это делают жители дома ЖД-части города. Комсомольская, дом 8. Наняли автомобиль и за свои средства вывезли мусор. А также сельские населенные пункты. Одним из лидеров является село Устюхта, где уже много лет налажен вывоз ТКО на собранные жителями деньги. Примерно 50 рублей с человека раз в неделю.
Таким образом, до 1 ноября в жилых домах, находящихся под управлением управляющих организаций или ТСЖ, вывоз мусора осуществляется ими же. Но что касается домов без управления, то здесь рекомендации следующие. В домах без управления жители города не должны забывать обязанности организации вывоза ТКО, то есть не устраивать свалки у себя под окнами, а путем заказа специальной машины вывозить свой мусор. Контакты для заказа спецтранспорта вы видите на своих экранах. Не стоит забывать, что организация свалки мусора предполагает и ответственность. В соответствии с законом Республики Коми, нарушение установленных муниципальными правовыми актами правил благоустройства территорий влечет штраф в размере от 3 до 4 тысяч рублей. В пятницу, 26 октября, городской дом культуры «Горизонт» приглашает всех, кто был комсомольцем и остается им в душе, на концерт, посвященный столетию ВЛКСМ. «Комсомол собирает друзей», а именно так называется мероприятие, которое начнется в 5 часов вечера, а сразу после в фойе Дома культуры пройдет комсомольская танцплощадка. Вход свободный. В Сосногорске на этой неделе состоится республиканское первенство по мини-футболу. Первые игры пройдут 26 октября в универсальном спортивном комплексе «Метеор». В этот же день состоится торжественное открытие. Начало в 14 часов. Завершатся игры в воскресенье 28 октября. В субботу, 27 октября, в Сосногорске пройдут открытые районные соревнования по мотокроссу. Участие в них примут спортсмены из Сосногорска, Сыктывкара, Котласа, Инты и Печоры. Место проведения традиционное, за путепроводом по левой стороне. Начало соревнований в 11 часов. До конца недели характер погоды особо не поменяется. Атмосферное давление останется низким. Наиболее интенсивные осадки пройдут во второй половине недели. Связаны они с выходом южного циклона. Из-за облачной погоды температура воздуха в течение суток ожидается -2 +3. На этой неделе в Сосногорске на базе информационно-маркетингового центра состоялся обучающий семинар для предпринимателей и тех, кто только мечтает начать свое дело. Инициатором мероприятия выступила администрация района. В качестве экспертов были приглашены специалисты Республиканского центра поддержки предпринимательства «Шонди». Главная цель – оказание информационной поддержки малому и среднему бизнесу. Начали с азов. Что такое бизнес-идея? Существует несколько основных правил для выбора бизнес-идей. Их вообще существует множество, но на основные, на которых уже надстраиваются и другие, они обозначены на наших слайдах. В ходе семинара эксперты подробно рассказали о том, как грамотно определить сферу будущей деятельности и, самое главное, где и как можно получить финансовую поддержку. Если правильно пользоваться теми или теми иными инструментами поддержки, которые на сегодняшний день которые существуют в Республике Коми, вообще на федеральном уровне, то я думаю, что предпринимателю жилось бы, наверное, в любом случае легче. Самое главное правильно и вовремя ее использовать. И направлять в том или ином русле. Вы как раз в этом, наверное, свою задачу и видите. Мы свою задачу в этом и видим, да. Рассказали слушателям о портале бизнес-навигатора МСП, бесплатном интернет-ресурсе как для представителей малого и среднего предпринимательства, так и для физических лиц. По словам экспертов, бизнес-навигатор – полезный и эффективный инструмент для тех, кто начинает или планирует развивать собственный бизнес. Его сервисы позволяют составить бизнес-план, получить пошаговую инструкцию по открытию бизнеса, узнать, как правильно действовать в сложных бизнес-ситуациях и действующих мерах поддержки в своем городе.